подножья горы Акьяр-Баир раздается эзан. Призыв к молитве звучит с минарета Джума-Джами в селе Янджу Бахчисарайского района. Трудно поверить, но еще 5 лет назад эта красивая, богато убранная мечеть выглядела вот так. Имам мечети Муслидин Муслидинов рассказывает, приехал сюда в конце 80-х и еще застал время, когда мусульманскую святыню использовали как склад. Он использовался под склад. Где вот михраб сейчас находится, там были ворота. Видимо, удобнее было им оттуда открыть ворота. Здесь настоящие ворота, старые, небольшие, низкие ворота, еще со времен наших дедов. Он был завален камнями. Окна, все вот эти проемы были завалены камнями. Там вот михраб разобрали и в окна замуровали, короче. И вот так вот. И вот это был склад. И я работал в этом совхозе. Я сам на машине приезжал, здесь зерно всякие. Вот это вот. Я практически не знал. Потом однажды я привез сюда дедушку своего. Он был старый, он 92 года было, что ли, ему тогда. И он мне сказал, а это вот джами, это Джума-Джами. Рядом с мечетью лежат башташи. На этой территории находилось старое мусульманское кладбище. Если в начале 90-х в Янджу проживало 26 семей крымских татар, то сейчас осталось лишь 5. Святыня возрождалась силами и средствами местных жителей, потомков уроженцев Янджу и просто неравнодушных. Сейчас начали строить вот этот ифтар-хане. В прошлом году проводились ифтары, и у нас здесь был небольшой ифтар-хане. Сейчас мы решили его увеличить, и получилось такое хорошее, такое большое здание. И решили такое ифтар-хане сделать более-менее серьезным, потому что кытке вот это будет сейчас холодно. И ураза будет приходить на холодное время года. Рядом с ифтар-хане уже сложена черепица, которая выложит крышу. Территорию святыни планируют обнести забором. Но на этом местные мусульмане останавливаться не собираются. Реставрация ожидает и вторая мечеть в селе. Она находится в 100 метрах от этой. В советское время в ее стенах был клуб. Сейчас здание заброшено.